Есть в Таджикистане, в Ленабадской области, такое село Костакос. В республике его хорошо знают. Живем мы здесь, как все, хорошо. Растим детей, выращиваем хлопок, разводим сады. Но для меня нет дороже места. Здесь я родился, учился, отсюда уходил на войну. Здесь меня знают все. Ходи Сабаевич Кинджаев, председатель Кышлачного совета. Он один из первых учителей в республике. Учитель многих наших учителей. Самый уважаемый человек в Костакозе. Помню, учитель рассказывал, как он сам учился на курсах в Самарканде у Устода Айни. Когда он вернулся, у нас открыли школу, здесь, в бывшем байском доме. Рядом со школьной доской стояла винтовка учителя. Враги советской власти ненавидели учителей. Еще бы, ведь учителя несли людям идеи Ленина, идеи свободы и братства. Часто нашим учителям приходилось брать в руки оружие. Погиб от рук врага учитель Абдувахид Ракиев. Но скоро с басмачами покончили. Эти времена уже и я хорошо помню. Многих вывел на дорогу знаний наш учитель. Кто кем стал? Бабаджан Гафуров академиком. Мой школьный товарищ Домуло Азизов тоже перед войной был учителем. Началась война, ушли на битву десятки парней нашего кишлака. Воевали мы с другом на разных фронтах. Не сразу я узнал, что он стал героем. И погиб. Теперь я каждое утро бываю здесь, каждый день вижу его. Мы часто встречаемся здесь с нашим учителем. Каждый из нас вспоминает свое, но связанное с именем Домуло Азизова. Мы никогда не были в местах, где принял свой последний бой Домуло. Одна из лучших улиц Минска названа именем нашего односельчанина. Он погиб при форсировании Днепра. Далеко от нас, под Гомелом, это небольшая деревня, Новая Паршовка. Мы вместе с родственниками героя посетили могилу. Не был здесь никогда и Гуфронджон, сын Домуло.
Здесь слишком хорошо знают, что такое война. Многие воевали сами. А многие помнят тот ожесточенный бой. Мы знали, как бережно хранят память погибших на многострадальной белорусской земле. Но столько тепла, внимания, благодарности не ожидали. В Гомельский областной музей мы передали портрет и личные вещи Азизова. Огромная наша благодарность белорусским братьям. Мой друг Домло Азизов, сколько он не успел сделать, скольких учеников не доучил. Его жена Михри была первой из нашего села, окончившей Ленинабадский пединститут. Теперь она заслуженная учительница Таджикской ССР, награждена орденом Ленина. Дочь Домло Туфа тоже учительница. Туфе не было и 20 дней, когда отец ушел на фронт. Теперь она продолжает дело отца. А для нас он живой. Мы часто говорим об этом с учителем Абдугафором Ака. Чем бы я ни занимался, ни на минуту не забываю своего друга. Как будто все было вчера. Но годы бегут, жизнь течет. Я сам уже ветеран. Мы все помним, благодаря чему обязаны сегодняшней счастливой жизни. Нас учили гордиться своей родиной и быть готовыми к ее защите. Мы передаем этот наказ молодым. И каждый раз, когда мы вместе с представителями районного военкомата провожаем молодых ребят в армию, я рассказываю им о войне, о подвиге советских воинов. Я вспоминаю о Курской дуге, о товарищах, о земле, с которой породнились навек.
Вот так я им и говорю о долге перед Родиной. И если они стали солдатами, каждый должен уметь защищать Родину. За последние годы мы немалого достигли. Приезжайте в Костокоз, увидите сами. Много уважаемых людей в Костокозе. Учителя, агрономы, бригадиры. Есть и воины. Все понимают, нелегкий, но почетный этот труд. Вот наш ветеран Джалол Фахретдинов. Много лет был пекарем. У нас это очень почетная профессия. Но он гордится, что его старший сын Акбар военный. Кадровый офицер. Есть у нас рангами повыше Рузи Урунов, уже полковник. Служит он далеко от родных мест, охраняет нашу землю. Я горжусь тем, что являюсь земляком и в какой-то степени продолжателем начатого дела моими земляками, героями Советского Союза Хадди Кенджаева и Домла Азизова. Каждый раз, когда приезжаешь в отпуск в кишлак Костокоз, обязательно увидишь определенные изменения в жизни людей, которые проживают в этом кишлаке. Кроме того, в общении с жителями этого кишлака узнаешь много радостей и трудовых успехов, экономических и других областях жизни этого кишлака. Вот так тесно слилась с биографией нашего села биография нашей армии. Началась она с наших учителей, бывших краснопалочников, борцов за советскую власть.
Потом в судьбах моего поколения стала страницей Великой Отечественной. Продолжается она и сегодня в кадровых офицерах, в молодых войнах. Так и должно быть. Наша советская армия, как говорится, плоть от плоти народная. Она охраняет наш мирный труд, наше счастье.